Вместо пластических операций и инъекций – бьюти-гаджеты. О плюсах и минусах поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Инна Ахатова, врач-косметолог, владелец Центра косметологии. Инна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами обсуждаем одну из самых актуальных, наверное, и популярных тем. Это аппаратная косметология. Если честно, мы как-то привыкли, да, что мы аппараты применяем именно на тело, но вот к лицу не так давно появилась эта тенденция. И она очень стала популярной. Почему? Наверное, основная причина – это общий тренд современной косметологии на естественность. Именно аппараты не дают каких-то радикальных деформаций лица, а изменения все мягкие, постепенные, сохраняются естественные контуры лица, мы не меняем лицо радикально, мы оставляем лицо как бы более молодым, свежим, визуально омолаживаем его, но все это без каких-то резких трансформаций. Ну вот один вопрос. Но ведь эти процедуры, эти аппараты не проверены временем. То есть вы как медик, у вас и высшее образование есть, вы все это точно знаете, они же должны быть проверены временем, нет? На самом деле большинство аппаратов, которые используются в косметологии, проверены уже достаточно приличным промежутком времени от 10 до 50 лет. То есть, в принципе, новинки – это всего лишь разновидности давно известных нам аппаратов. Но сейчас вот появилось, скажем тогда, тяжелое оборудование, я говорю сейчас РФ-лифтинг, женщины однозначно это поймут, мне кажется, и некоторые мужчины тоже, лазерное оборудование, да. Насколько это сейчас поменялась технология именно вот в этом направлении? Если говорить об общих тенденциях, то современная косметология идет по пути меньшей травматичности при большей эффективности. То есть поменялись аппараты действительно в лучшую сторону. Сейчас женщины социально активны, и выпадать надолго из социума они просто не могут себе позволить. Поэтому реабилитационный период от большинства современных аппаратов сведен к минимуму, он очень короткий, либо отсутствует вообще. Инна Владимировна, но сейчас вот я замечаю, что очень много рынок косметологии насыщен, я бы сказала даже перенасыщен аппаратами, да, их просто великое множество. Но ведь если я купила автомат Калашникова, это не означает, что я отличный стрелок. Вот как здесь разобраться? Потому что где-то говорят, что на РФ-лифтинге золотые иглы, где-то серебряные, где-то острые, где-то не острые. То есть вот здесь есть такие нюансы, которых вот я, обыкновенная женщина, не разберусь. Что мне тогда делать? Ну, так же, как из автомата у нас не будет стрелять первый попавшийся человек, да, так и в аппаратуре, наверное, слишком глубоко разбираться потенциальным пациентам не следует. Для этого есть обученные, компетентные специалисты. На самом деле это только видимость того, что аппаратов очень много. Всего 4 вида энергии используются в аппаратах. Это радиоволны, о которых вы сказали, это лазеры, это ультразвук и смаз-лифтинг, да, ультразвуковой смаз-лифтинг. Ну вот я сейчас говорю о тех, кто когда аппарат стоит спокойно, он безопасен. Но когда его кто-то берет в руки, вот нужно ли здесь специальное образование, вот специалист, наверное, играет какую-то роль? Да, конечно, на большинстве современных аппаратов имеют право работать только врачи-косметологи. Причем это не просто общее базовое медицинское образование, это еще специализация конкретно по данному аппарату. Даже вот в моей клинике, например, к определенным видам аппаратов я посылаю своих пациентов именно к определенному врачу, потому что он досконально знает этот аппарат, знает все тонкости, все нюансы работы на нем, и, соответственно, он более компетентен, и эта процедура будет более безопасна для пациента. А насколько правда, что вот именно аппаратная косметология – это быстро и безболезненно? Наверное, да, безболезненно, потому что травматичные аппаратные процедуры у нас есть, но перед этими процедурами мы всегда обезболиваем, то есть проводится местная аппликационная анестезия. Некоторые аппараты, они практически безболезненны и практически не имеют реабилитационного периода. Насчет быстро, ну, мне кажется, что инъекции, наверное, в моменте быстрее проводятся, но тем не менее это не занимает долгого времени. Да, действительно, вы можете провести очень эффективную процедуру омоложения на лице всего, допустим, за 30-40 минут. Но аппаратные процедуры
тоже могут быть последствиями. Просто мы несколько лет назад делали сюжет о том, что масс-лифтинг завершился очень печально для одной из пациенток. И она до сих пор, насколько я знаю, восстанавливается. Здесь тоже могут быть ожоги, пигментация, нет? Да, конечно. Современные аппараты очень эффективны, а, соответственно, они потенциально опасны в руках некомпетентных специалистов. Поэтому, в первую очередь, выбирайте проверенную клинику и врача, которому вы доверяете. Да. И дальше ваша безопасность именно в их руках, соответственно, серьезно отнеситесь именно к выбору не аппарата, а клиники. Если вдруг пациент возвращается и говорит, что вот у меня появились последствия, вот что тогда делать? Их исправить вообще реально? Чаще всего такие побочные эффекты – это временное явление. То есть вполне при прохождении вот какого-то определенного реабилитационного периода и какой-то помощи со стороны врача и клиники все эти последствия абсолютно обратимые и носят временный характер. Ну, при какие-то серьезные осложнения, да, они могут быть, но здесь уже, да, и аппараты могут быть какие-то некачественные, и специалисты некомпетентные, да, это всегда, конечно, может быть, да. То есть нюансы есть. Нюансы есть. А насколько долго реабилитация? Вот вы сказали о том, что женщины сейчас социально активны, это действительно так. Но вот, например, если лазерная шлифовка, то она, наверное, такая достаточно длительная. Да. Вот даже вы упомянули о лазерах, даже если говорить про лазерные технологии, то начиналась эра лазеров СО2 углекислотного лазера, который, ну, действительно вызывал тяжелый реабилитационный период. Надо было попрятаться там от людей в течение 5-7 дней, да, покрыться корочкой, подождать, пока она самостоятельно отойдет. Сейчас, например, тулевый лазер – это новинка в лазерных технологиях. Эффекты сопоставимы с СО2 лазером, но при этом реабилитации практически никакой нет. То есть сделал и идешь на работу. А есть момент привыкания? Вот, например, вот кожа же привыкает, да, наш организм как ко всему, как к каким-то инъекциям, таблеткам. С аппаратами аналогичная ситуация? Ну, скорее всего, нет. Мы любим комбинировать различные процедуры и стимулировать кожу по-разному. Но даже если, например, у вас есть какой-то любимый аппарат, и он постоянно дает вам хороший гарантированный результат, то, делая курс раз в год или полтора, в зависимости, да, от оборудования, вы никогда не привыкнете к нему, вы всегда будете получать гарантированно хороший результат. А бывает такое, что вот на вашей практике клиент вот, не реагирует у него кожа на аппарат, готовы в этом случае вот признать, что ну вот вам это не подходит, давайте что-нибудь другое? Да, здесь причины обычно какие-то дефицитарные состояния, о которых пациент не знал, а врач не попросил, допустим, какой-то определенный лабораторный чекап, да, анализы свежие. И, например, при низком белке, при определенных аутоиммунных процессах ответ может быть очень вялый, ну, либо практически отсутствовать. Здесь мы пытаемся покрыть дефициты, то есть восстановить здоровье человеку и после этого стимулировать. Ответ на стимуляционные процедуры аппаратные зависит во многом от состояния в данный момент пациента. То есть это состояние здоровья пациента. Организм, да, вот именно здесь. Да, вот у него просто не хватит ресурсов, не хватит резервов, чтобы ответить хорошо на вашу стимуляцию. То есть не стоит сразу винить специалиста или аппарат, что он мне не подходит. Нужно сначала разобраться со своим организмом. Да, стоит обсудить с косметологом, почему ответ на процедуру был слабым, либо не было его вообще, и, как бы сказать, найти причины этого и попробовать поработать с кожей какими-то принципиально другими методами, например, инъекционными. Значит, аппарат или инъекции, выбор такой не стоит? Не стоит и никогда не стоял. В нашей клинике мы всегда используем комбинацию аппаратных и инъекционных процедур. Зачастую аппаратные процедуры – это негативная стимуляция, то есть мы что-то, как бы сказать, травмируем кожу, да, и ждем, когда она ответит на это регенерацией, то есть синтезом, по сути, свежего нового коллагена. Инъекционные процедуры, они что-то дают коже, это позитивная стимуляция. И именно комбинируя эти два метода, мы получаем всегда гарантированно хороший результат.
Инна Владимировна, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали нам о таких вот нюансах, потому что действительно сейчас очень много аппаратов, я уже об этом говорила в начале, на рынке косметологии, и понятно, что хочется попробовать все, но должен быть соответствующий компетентный специалист. Да, я еще раз скажу, что на предварительной консультации с врачом, которому вы доверяете, вы составите план комплексного омоложения, которого будете придерживаться, и тогда гарантированно у вас будут хорошие результаты. Ну и внутреннее состояние тоже Конечно, должно. да, это обязательно, да, это очень важно. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.